Давным-давно в этих краях разразилась страшная гроза, и вот после того, как сверкнула самая ослепительная молния, упал с неба дракон. Ох, как билось, как барахталось это неземное чудовище, а подняться не хватило сил, и застыло навечно полукруглой грядой сопа, отрезав от всего кусочек мира. Слезы дракона вошли в землю, и поныне бьют они оттуда холодным ключом. Злой этот ключ болотит землю, вязнут в болоте овцы. Стали расти на этом месте только кочки с пожухлой травой да черные кусты хорошевер. Долго это неуютное место отпугивало бурят. А теперь добро пожаловать к нам в колхоз. Первыми вас встретят мальчишки, дети чабанов, скотников, земледельцев. Центральная усадьба нашего колхоза, который носит имя Кирова, в местечке Хорошевир расположена. Наш председатель Бажнина Мажиев спокоен за чабанов. Люди знают свое дело до тонкостей. Бурят – это прежде всего скотовод. За многие столетия он накопил большой опыт по разведению овец в тяжелых степных условиях. Эддене Гундо Самбу, Найданов Лунхабо, Гончикова Долгор, Халхона Пирогнай они не подведут. Другое сейчас волнует председателя. На улице еще мороз забайкальский лютует, а ведь скоро первые борозды надо проложить. Весна на носу. А как поведет себя железная техника, которой у нас немало? 40 автомашин, 60 тракторов, около 30 комбайнов и другой техники. Как хороший доктор, даже Нема Батоев сразу видит, здорова ли машина, не подведет ли она хлебороба в страдную пору. Да, можно прокладывать первую борозду. А какой была та, по-настоящему первая? Провел ее смелый батор 25-тысячных хуриганов 40 лет тому назад по земле Хорошебирской. Первый след Сахи омыт был кровью, жизнью поплатился председатель хуриганов. Всего 9 гектаров степной целины обработали сахой первые земледельцы. А теперь на площади 7,5 тысяч гектар мы выращиваем хлеб, а это для Агинской степи внушительная цифра. Столетиями Будда в плете шаманов и богачей Найонов внушал бурятам: нельзя нарушать естественный вид земли, ничего нельзя брать с нее, и ничего нельзя вносить в нее. Земля и все, что есть на ней, не потерпит прикосновений рук человеческих. Пусть подыхает скот от зимней голодухи, все должно идти естественным путем, как шло из века в век. Просто удивительно, русские за Байкалом сеяли хлеб, а буряты не смели думать об этом, и только 40 лет назад бурят стал хлеборобом.
Гордимся мы своими земледельцами. Ведерников Петр, Емектеев Лазарь, Трифонов Иннокентий, Малолыченко Владимир, Кувшинов Владимир, Гатьятулин Хуснула. Первыми в Агинском округе заканчивают они уборку урожая. В других хозяйствах хлеб иногда и под снегом оказывается, а наш государству сдан и в свои закрома засыпан. Знают о хорошебирских умельцах и в Москве. Много раз мы были участниками всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Показатели-то у нас хорошие, а подкультурные пастбища у степи отвоевали около 6000 гектар. А это значит витаминный корм из кукурузы, зеленки, кормовых трав. Этого достаточно, чтобы накормить 44 тысячи голов овец, которые у нас будут к 1975 году. В 40-летний юбилей нашего колхоза очень хорошую вещь сообщил нам председатель, герой труда Бажнима Мажиев. На вечное хранение вручено хорошебирцам памятное красное знамя Центрального комитета нашей партии. Высоко оценен труд бурята-земледельца, труд Мажиевых, Тагаровых, Ведерниковых, Гатьятулиных, Малолыченко, труд людей 15 национальностей, что бок о бок трудится в нашем колхозе. Буряты-степняки стали хозяевами своей судьбы, своих богатств, своей древней земли, которая щедро вознаграждает за славный труд. Счастливая жизнь пришла в каждую семью. Вот почему в наши края любопытные иностранцы едут, удивляются индейцы, восхищаются непальцы, открывают глаза французы, желают успехов чешские товарищи. Вашингтон, Лондон, Рим, Улан-Батор, Токио, село Хорошебирь. Таковы маршруты заморских гостей. Наш быт, наши успехи, традиции и обряды мы не скрываем. Пожалуйста, фотографируйте, пишите, снимайте кино. Тасархай значит отрезанный.
верно названа наша местность. От вековой нужды, темноты и бесправия навеки отрезана Харшибит.